День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. В России официально стартовал год единства народов. Участие в формате телемоста приняли все регионы большой страны. Высокие технологии в холодной республике. Глава Якутии Айсан Николаев встретился с местными разработчиками в области искусственного интеллекта. На страже кровно заработанных в Национальном банке Якутии наградили самых бдительных сотрудников кредитных организаций. Блюда из местной рыбы, защитные чехлы для копыт коров и растительное масло из местного подсолнечника. Узнаем, что еще разрабатывает студент АГАТУ. Знакомство с культурой региона может проходить и через национальные виды спорта. А в Якутию прибыл 4-кратный олимпийский чемпион Александр Попов. Министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения Якутии подвело итоги прошлого года и обозначило ключевые задачи на 26-й. В приоритете повышение готовности пожарных и оперативных служб, а также усиление профилактической работы с населением. Сейчас ведомство активно готовится к сезонным вызовам, ледоходу, весенним паводкам и пожароопасному сезону. Важным инструментом в борьбе с природными стихиями в этом году станет привлечение специализированных самолетов-зондировщиков для мониторинга и вызывания осадков. Ставя задачу на 2026 год, наш курирующий зампред Дмитрий Дмитриевич Садовников об этом сказал. И хочу отметить, что последние события, те, которые произошли с техногенными пожарами в ряде населенных пунктов нашей республики, мы должны все-таки усилить эту профилактическую работу среди граждан, среди населения, поднять уровень безопасности и на социальных объектах жизнеобеспечения. В Якутии продолжаются выездные рейды на водные объекты в рамках профилактической акции «Безопасный лед». Мероприятия нацелены на предупреждение опасных и чрезвычайных ситуаций на реках. Подробности в сюжете далее. Сотрудники ГИМС ведут регулярные патрули на реках Якутии, в особенности на ледовых переправах и в местах выхода людей для подледной ловли. С рыбаками ведут беседу о правилах поведения на водных объектах в зимний период. Прежде чем выезжать на лед в дальние расстояния, чтобы предупреждали своих близких, где они будут находиться, также брали с собой спасательные средства, которые необходимы для обеспечения в наших условиях климатических, так как сейчас у нас очень холодно, нужна теплая одежда, также согревающие средства, это обязательно спички, либо керосин какая-нибудь. И главное, если вы потерялись в ночное время суток на реке Лена, чтобы прежде чем куда-то вы двигались, чтобы предупреждали, в каком направлении вы будете двигаться, чтобы экстренные службы вас в кратчайшие сроки обнаружили. Кроме того, сотрудники ГИМС предупреждают водителей и рыбаков о случаях отравления угарным газом в машине, накрытых портативным гаражом. Информируем людей, которые выезжают на автомобилях. Если вы накрываете портативными гаражами Наташа, у нас такие случаи бывают, когда выезжают люди и идут согреваться, засыпают и не могут проснуться. Бывают летальные исходы, чтобы, если вы зашли в автомобиль, чтобы портативные гаражи обязательно снимали, находились без них и приоткрывали в автомобиле стекла, чтобы салон проветривался. Помимо профилактических бесед и патрулей, также повсеместно ставятся предупреждающие и запрещающие знаки. Всего с начала года акцией было охвачено около 3500 человек. Следуя необходимым правилам, можно спасти жизнь себе и другим. Тимур Калмогоров, Айлита Махно, Нижний Бестях, Якутск. Высокие технологии в холодной республике. Глава региона Айсан Николаев встретился с местными разработчиками в области искусственного интеллекта. Специалисты рассказали о своих проектах. Они охватывают самые разные сферы, от системы мониторинга деградации многолетней мерзлоты до голосового помощника, говорящего на якутском. Поговорили и о планах на будущее. В первом квартале этого года завершится разработка стратегии развития искусственного интеллекта в республике. Мы услышали слова поддержки, поручения, которые будут нам очень ценно помогать, как раз таки в части масштабирования.
Сегодня посмотрел разные проекты, да, действительно, конечно, это новая технология, искусственный интеллект, да, и вот та база, которая сформирована за эти годы в нашей республике, она позволит выйти на другой уровень, как раз-таки в технологиях искусственного интеллекта. И все вот эти возможности в нашей компании имеются. На страже кровно заработанных в Национальном банке Якутии наградили самых бдительных сотрудников кредитных организаций. Специалисты предотвратили преступления, заметив, что клиенты находятся под психологическим воздействием мошенников. Подробности у Иржины Гармаевой. К нам клиентка, бабушка в возрасте, обращается и говорит, что мне нужно отправить своему знакомому в Сирию помощь, денежные средства. И мне нужно оформить кредит. И таких удручающих историй каждый из присутствующих в зале может рассказать вагон и маленькую тележку. Технологии развиваются, а вместе с ними в ногу со временем шагают и преступники. Новомодное слово «кибермошенничество» уж очень плотно вошло в наш лексикон. И последний, кто может спасти жертву и его нажитые честным трудом средства – это сотрудник банка. Тихая, но очень важная работа, достойное признание. Очень приятно, конечно, и неожиданно было. Мы очень рады, что оценили работу. Сказать спасибо специалистам кредитных организаций есть за что. Посмотрим на статистику. В 2024 году из-за аферистов якутяне потеряли больше миллиарда рублей. В ушедшем же году показатель снизился до 800 миллионов. Да, цифра все еще внушительная, но улучшение налицо. Отмечают это и в правоохранительных органах, и в Национальном банке республики. Вникая, обращая внимание на какие-то особенности в поведении клиентов, в его речи, вникая, подбирая слова и, может быть, даже терпеливо убеждая и раскрывая риски, которые присущи вот той операции, которую клиент просит осуществить. И часто дело действительно касается тонких материй, ведь от сотрудника банка требуются не только навыки в финансовой сфере, но и проницательность, человечность, неравнодушие к чужой беде. Общаясь, выявляя потребности клиента, да, мы распознаем, мы еще как психологи работаем, да? Когда мы общаемся с клиентом, мы уже должны понимать, что происходит с клиентом, на какие цели берет кредит, либо отправляет денежные средства свои, да? Но возлагать всю ответственность на банковских работников было бы неправильно. Чтобы не стать очередным печальным случаем в сводке интернет-преступлений, в первую очередь нам самим нельзя терять бдительности. Иржина Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. В Горном районе стартовала двухдневная отчетная кампания исполнительных органов власти, которая охватывает все наслега. В первый день 3 группы работали с 6 наслегами. Отчетная группа под руководством первого заместителя министра образования и науки республики Нюргуна Павлова первую половину дня работала в Адунинском наслеге. На встрече с населением присутствовало много активных жителей. В ходе отчета люди задавали волнующие вопросы членам правительства и вносили предложения, получая полные ответы. Каждый вопрос был занесен в протокол, особое внимание уделили социально-экономическому развитию наслега. На встрече с населением поднимались вопросы, которые касаются сфер образования, культуры и здравоохранения. Жители интересовались перспективами строительства нового здания котельной, обеспечением медицинской помощи. Правительство обратило внимание на поддержку крестьянских фермерских хозяйств. Это и субсидии на строительство саилыков, на строительство хатонов новых, типовых, возможно, легковозводимых, быстро возводимых, для того, чтобы дети, молодые семьи оставались на селе, развивали сельское хозяйство, оставались у себя на родине. Главное не только меры поддержки семей, как материнский капитал, да, как единое пособие, а то, чтобы село, главное, развивалось. На правительственном часе под руководством председателя Постоянного комитета Государственного собрания Илтумен по селу и аграрной политике Александра Атласова обсудили ход зимовки скота и лошадей. Зимовка проходит лучше, чем в предыдущие годы, благодаря системной заготовке кормов внутри региона. Организованы мобильные бригады для заготовки сена в улусах. На зимовку выделено 458 939 тонн кормов, в том числе 413 тысяч тонн грубых. Это 97,4% от плана. В ряде северных районов из-за дождей возникали сложности. Туда завозится сено из центральных районов. Уже доставлено 961 тонна, в пути 130.
В прошлом году у нас в арктических районах, это в Батантайском, Верхоянском районе, были проблемы с заготовкой сена. Очень дождливая осень была, вот поэтому сегодня, в прошлом году, в конце года, вот эти вопросы очень много обсуждались, и было принято решение, что будет финансирование со стороны Министерства сельского хозяйства и со стороны районов данных, да, Батантайского и Верхоянского. Сегодня вот эти средства со стороны районов предусмотрены, но со стороны Министерства сельского хозяйства из-за того, что в программе ходят чипированных лошадей поголовья нет в полном объеме, вот поэтому финансирование только сегодня происходит 50%. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, в Северо-Восточном федеральном университете прошло торжественное заседание. На нем собралась научная общественность региона, где вручили почетные грамоты, благодарственные письма и даже нагрудные знаки ученым за их вклад в развитие науки. Студентам и магистрантам, в свою очередь, вручили стипендию Госсобрания Илтумен и благодарственные письма от ректора СВФУ. В рамках мероприятия организована выставка научной библиотеки, посвященная 70-летию основания Якутского государственного университета. Дни науки у нас начались со 2 февраля по 7 февраля, они пройдут. В рамках этих мероприятий мы, конечно же, уделяем большое внимание популяризации научного знания, вовлечению талантливой молодежи в сферу науки и разработок. Мы будем чествовать наиболее результативных наших исследователей, преподавателей, аспирантов, студентов, которые в 2025 году достигли высоких результатов в реализации научных проектов, публикационной активности, стали победителями, призерами различных международных научных конкурсов, конференций и так далее. Блюда из местной рыбы в меню социально значимых учреждений, защитные чехлы для копыт коров и растительное масло из местного подсолнечника. Расскажем, какие еще разработки студентов, аспирантов и сотрудников сделаются в Арктическом государственном агротехнологическом университете. Те, кто содержит в хозяйстве коров или является фермером, часто сталкиваются с проблемой травматизма копыт. Повреждения конечностей животное получает, преодолевая путь к пастбищам, набредая на металлолом, стекло или острые камни. Травмы не только причиняют животным страдания, но и приводят к значительным экономическим потерям из-за снижения продуктивности. Для решения этой проблемы группа студентов разрабатывает защитные чехлы для копыт. Хозяйства уже заинтересовались в том, что это выглядит перспективным, так как его цена вполне обоснованная, потому что фермер, когда приобретает нашу продукцию, он задумывается не о расходах, а скорее о страховке. Ведь когда корова получает травмы, ее удой уменьшается на 10, а то и 30%. Его эффективность заключается перед обычным бинтом в том, что он многоразовый. Аспирант Зоя Готовцева 3-й год работает над проектом по разработке и внедрению в меню социально значимых учреждений вторых блюд из местной рыбы. Все исследования по содержанию в рыбе микроэлементов проведены. Сейчас ведется работа над нормативной и технологической документацией. Надо сказать, что местная продукция, она очень натуральная. И помимо этого, из-за того, что она натуральная, она богата микроэлементами. Особенно рыба местного производства, это омуль, муксун, пеледь, очень сильно богата селен. Селен – это микроэлемент, который считается как помогающий организму от воспалительных процессов. Это даже можно сказать, что это помогает от предупреждения онкологических заболеваний. АГАТУ совместно с Институтом органической химии и МГУ работает над проектом по производству растительного масла холодного отжима из местных подсолнечников. Мы из настоящих семян подсолнуха, значит, благодаря консультации академика Российской академии наук Алексея Павловича Глинушкина, мы впервые стали применять биопрепараты и новые агротехнические способы приема посева и возделывания подсолнечника в условиях криолитозона нашей Якутии. Поэтому в прошлом году мы собрали такие семена
которых можно будет выжимать масло. Сейчас уже в связи с глобальным потеплением климата семена созревают. И это лишь малая часть реализуемых проектов в университете. Молодые ученые активно участвуют в конференциях и форумах, публикуют научные работы, развивают исследовательскую деятельность. Сегодня на прилавках магазинов республики, в заведениях общепита и во всей аграрной сфере активно используют разработки университета. Марферина Алексеева, Екатерина Амосова, Станислав Потапов, Якутск. Рак не приговор. 4 февраля по всему миру отмечался День борьбы против онкозаболеваний. В Якутии же эта дата символично связана с открытием нового здания онкодиспансера. Уже 2 года сюда стекаются пациенты со всей республики. Как отмечают специалисты, ежегодно медики выявляют рак у более чем 2000 жителей региона. При этом первое место по распространенности занимают злокачественное образование легких. Поэтому самой базовой и эффективной профилактикой онкозаболеваний врачи считают здоровый образ жизни, правильное питание и регулярную диспансеризацию. Выявляемость увеличивается, и радует то, что выявляемость на ранних стадиях повышается ежегодно. Конечно, больше пациентов прошло через наш онкодиспансер. Больше пациентов мы обследуем, мы проводим онкоскрининги. Больше людей знают о нашем диспансере, и тем самым они обращаются к нам. Ну, о том, как организовано лечение онкологических заболеваний в Алданском районе, узнаем из материала наших коллег. Почему возникает рак? Причин, по которым происходит перерождение клеток, множество. В числе основных специалисты называют как наследственность, так и поведенческие факторы. Спровоцировать развитие злокачественных новообразований могут и некоторые заболевания. В Алданском районе на учете у врача-онколога состоят порядка 1000 человек. В общей структуре онкозаболеваемости превалируют несколько видов рака. У женщины рак молочной железы, шейки матки, рак кожи. У мужчины рак предстательной железы, тоже кожи, и рак ободочной кишки. В Алданском районе онкологические пациенты получают процедуры как в стационаре, так и в условиях Центра амбулаторной онкологической помощи, который с 2019 года работает на базе городской поликлиники. Лечение рака не бывает простым и быстрым. В зависимости от препаратов, их доз и комбинаций, а также от особенностей организма, возможны тяжелые побочные явления. Однако пациент должен четко выполнять все рекомендации. Лечение вообще назначается не одним онкологом, это всегда коллегиально, через комиссию это все назначается, специализированное лечение. Но от пациента настрой желательно, и плюс сопутствующие заболевания, чтобы они были в стадии ремиссии, желательно, да. Все от этого зависит от настроя, от состояния пациента, сможет он лечение наше выдержать. После клинического излечения обязательным станет наблюдение у специалиста. Кроме того, человеку придется полностью пересмотреть свой образ жизни и, вероятно, в корне изменить многие привычки. Сегодня возможности борьбы с онкозаболеваниями обширны, однако рак стопроцентно излечим лишь до определенного размера новообразования и распространенности метастазов. Необходимо отметить, что в 40% случаев онкологию можно предотвратить грамотной профилактикой. Отказ от алкоголя и курения, контроль питания. Также в летний период времени обязательно защищайте кожу. Раз в год необходимо проходить медицинское обследование для своевременного выявления и лечения возможных заболеваний. Это диспансеризация, ежегодное проведение флюорографии. На ранних стадиях новообразование выявляется только с помощью медицинской диагностики. В запущенных же случаях эффективность лечения окажется гораздо ниже. Диспансеризацию необходимо проходить ежегодно. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. К другим темам. Год единства народов России официально запущен. Торжественное событие прошло в Москве 4 февраля. Одновременно с этим старт дали и масштабному марафону «Россия. Семья семей». Отмечу, участие в мероприятии посредством телемоста приняли 89 регионов страны, в том числе и Якутия. Правда, один ее представитель все же находился прямо в центре событий в Москве. Герой России Андрей Григорьев, он же боец с позывным «Тута». Всего же старт объединил более 4000 участников. Среди них Молодежная ассамблея народов Якутии и другие общественные организации региона. На сегодняшний день единство – это то, на чем должно держаться наше государство. Без единства в народе, без единства людей, мне кажется, достичь тех поставленных целей будет довольно-таки сложно.
опыт на СФУ показал, что без общего порыва, единения, победа невозможна. В окопах нету такого, что кто-то там другая национальность, другое вероисповедание. Все близкие друзья, братья, родные люди. Поэтому хотелось бы, чтобы вот такой момент тоже у нас появился среди населения нашей страны. И на своем опыте я понял, что это возможно. Вместе с тем, во Владивостоке студенты из Якутии с помощью телемоста также приняли участие в открытии Года единства народов. Старт году дал президент России Владимир Путин в Национальном центре России в рамках марафона «Общество знания». Студенты Дальневосточного федерального университета, представители разных народов, а также представители коренных малочисленных народов Приморья приняли участие в этом торжественном мероприятии. Студенты из Якутии поделились своими впечатлениями от открытия. Сейчас будет происходить прямая трансляция открытия в честь Года единства народов России. А для меня большая честь, конечно же, представлять свою республику любимую. И я очень горжусь тем, что мы сегодня вот стоим на открытии. А сегодня будут присутствовать все 89 субъектов нашей страны. И мы в числе 15 представителей будем представлять народов Приморского края. С Годом единства народов России! В Сахагимназии проходит традиционный смотр песни строя, посвященный Дню защитника Отечества. Это уже 25-й юбилейный год, в который дети показывают свою подготовку и дисциплину. Почетным гостем события и членом жюри стал Герой России Николай Евдокимов. Среди членов жюри есть и выпускники гимназии. Сами школьники, как отмечает директор, на городских и республиканских этапах смотра регулярно занимают призовые места. Кроме того, они участвуют в различных военно-спортивных играх, соревнованиях и в общественном движении «Волонтеры Туймады». Гимназия очень хорошая, все выпускники очень достойные. Сегодня довелось пообщаться с отцами этой гимназии. Все работают очень сплоченно, очень командная работа. В итоге ребята выходят отсюда очень достойные, поступают по разным направлениям, от медицины до полиции. В целом считаю, что гимназия на очень хорошем, высоком уровне воспитывает детей, что и должно происходить в наше время. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Якутии обеспечивает поддержку более 9 тысяч ветеранов боевых действий и членов их семей. Социальными координаторами оказываются комплексные персональные меры сопровождения, в том числе решение различных вопросов. Подробнее их деятельности Анастасия Пуляева. Ежедневно социальные координаторы помогают ветеранам боевых действий и членам их семей в решении самых разных и местами сложных вопросов. Количество таких специалистов по всей стране сейчас составляет 4400 человек, а 57 из них оказывают всесторонние меры поддержки в нашей республике. Основная задача социальных координаторов – это быть связующим звеном между органами исполнительной власти, муниципальной власти, и они оказывают помощь, содействие и поддержку в решении тех или иных вопросов. Социальные координаторы помогают с аспектами назначения мер социальной поддержки, организации лечения и реабилитации, оказанием помощи в восстановлении и оформлении документов, в том числе удостоверения ветерана боевых действий. Немаловажной частью является и социализация, включая вовлечение в спорт, а также различные общественные и патриотические проекты. В первую очередь, конечно, наша задача – возвращение к мирной жизни уволенных ветеранов боевых действий и помощь членам семьи погибших, чтобы все меры поддержки им были наказаны. В основном обращаются по назначению мер поддержки касаемо выплат, компенсационные выплаты, выплаты по ранению, также получение новой профессии, либо поиск работы. В филиал фонда «Защитники Отечества» можно обратиться за консультацией к специалистам из разных организаций, включая и Центр занятости населения. Ветеран СВО Николай Капитонов, например, ранее получил среднее профессиональное образование и теперь планирует пройти курсы бульдозериста. С детства хотел работать на больших машинах. И курсы начнутся с 1 марта по 31 июля. Где-то ориентировочно 800 часов. Встретили хорошо, все быстро, понятно объяснили. Перед началом работы каждый социальный координатор проходит специальную подготовку, а после трудоустройства за ним закрепляется наставник. Для новичков составляется индивидуальный план развития, благодаря которому специалист точно знает, как и чем помочь в той или иной ситуации. Анастасия Пуляева, Семен Семенов, Якутск.
Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В Мирнинском районе поток жалоб от жертв мошенничества не иссякает, несмотря на усилия полиции. Только за прошлый год на территории района зарегистрировано 314 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Общая сумма ущерба 89 миллионов 257 тысяч рублей. Подробности далее. Жительница Мирного пополнила число потерпевших от дистанционных мошенников. Заявительнице позвонил курьер и сообщил о некой посылке, которую она может получить только после того, как заполнит заявку, пройдя по ссылке. Ввела на неизвестном сайте свои личные данные, а также СМС-код, который поступил на мой телефон. После чего ко мне начали поступать звонки от специалистов госуслуг и Центробанка. Они предупреждали о взломе моего личного кабинета и оформлении кредитов на мое имя. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, аферисты велели ей лично оформить заем и перевести все средства на продиктованный ими безопасный счет. Испуганная женщина выполнила все указания злоумышленников и лишилась крупной суммы денег. Начинают якобы звонить сотрудники полиции, сотрудники ФСБ, сотрудники СК. Понятно, что никто из силовых структур звонить потерпевшим по данному факту не будет и не будет их уговаривать на то, чтобы они пошли на какую-то сделку с органами. Да? Сотрудник ФСБ, сотрудник полиции позвонит и скажет, что нужно подойти в такой-то отдел, во столько-то часов договориться о месте встречи. Да? Но по телефону ничего ни с кем решать он не будет. Несмотря на активную профилактическую работу, направленную на повышение финансовой грамотности населения и информирование об основных схемах обмана, люди продолжают попадаться на удочку злоумышленников. Хотелось бы предупредить граждан, чтобы граждане были бдительными, не сообщали никакие коды, которые приходят к ним на телефоны, не общались с подозрительными лицами. Сразу призываю класть трубку в данном случае, ну и обратиться в отдел полиции по месту жительства, где вам все помогут, разъяснят, расскажут. Кроме того, правоохранители призывают граждан делиться информацией о новых схемах обмана, с которыми они столкнулись, чтобы помочь другим не стать жертвами мошенников. Анна Васильева, Мирный. По данным Социального фонда России, в декабре прошлого года средний размер пенсионного обеспечения в стране достиг 23 538 рублей. Это почти на 2500 рублей больше, чем годом ранее. Для сравнения, в декабре 2024-го средний размер пенсии составлял около 21 тысячи. С 1 января же этого года проведена индексация как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Размер повышения составил 7,6%. Ленский район посетила делегация профсоюзов республики во главе с ее председателем Николаем Дегтяревым. Работала группа в городе 2 дня, были проведены встречи с коллективами, состоялись диалоги, прошли семинары. Подробности далее. Главным пунктом визита делегации профсоюза республики стало подписание соглашения о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов и администрацией Ленского района. Мы провели разговор с главой района, подписали новое соглашение о сотрудничестве в части поддержки профсоюзного движения в вашем районе. Ну и, конечно же, если какие-то возникают вопросы, обсудить их на нашем уровне. Программа визита была обширной. Члены делегации провели встречи с трудовыми коллективами предприятий, во время которых обсуждались вопросы трудового законодательства и коллективного договора. В целом, если говорить по Ленскому району, у нас проблема по охвату профсоюзного членства невысокий. Хочу отметить, и, конечно же, мы с нашими отраслевыми профсоюзами этот вопрос будем обсуждать. Как мотивировать людей в вступлении в профсоюз. На самом-то деле от этого выигрывают и работники, и работодатели тоже.
Так, например, из коллектива Ленской ЦРБ численностью более 700 человек только 50 состоит в профсоюзной организации. Остальные не состоят из-за того, что сейчас все равно оно как-то повышение зарплаты идет. Человек, который привык получать маленькую зарплату, сейчас вот на одну, на две ставки где-то подрабатывает. Это действительно 1%, это зависимая сумма получается. И экономит, очень экономит, но не понимая того, что эту зарплату им повышает профсоюз, хотя когда идут все вот начисления, все полностью это за счет профсоюза. Ну и не понимают того, что профсоюз может отстаивать их права. Плюс ко всему вышеперечисленному члены профсоюзной организации получают еще кучу бонусов и поощрений. Есть компенсационные выплаты по материальной помощи. У нас сейчас новые в колдоговор мы внесли свадебные вот сертификаты. Также идет санаторно-курортное лечение, отдых. И также есть у нас сейчас дисконтные карты того, что вот мы заказали. У нас есть, можно по всей России с 25-30% скидкой. Члены профсоюза могут уже также пройти обследование в инвитро. Также рабочая группа провела семинар-совещание. В нем приняло участие более 50 человек. Время сегодня не стоит на месте. Постоянно вводятся нововведения в законодательстве. Поэтому проведение семинаров необходимо, чтобы работники профсоюзных организаций знали и внедряли новшества в работу. И профактив заряжают на работу, придают уверенности, бодрости, что профсоюз это очень важно, когда мы все вместе, то есть мы можем свернуть горы. В завершении визита члены делегации провели бесплатные консультации для ленчан по вопросам трудового законодательства. Светлана Болева, Виталий Андреев, Ленск. Более 700 семей льготных категорий в Якутии улучшили свои жилищные условия. На эти цели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» было направлено 1 миллиард 324 миллиона рублей, из которых 745 составили средства республиканского бюджета, а 579 миллионов – федерального. Новое жилье и социальные выплаты получили 283 молодые семьи, 149 детей-сирот и 107 граждан, чьи помещения пострадали в результате чрезвычайных ситуаций. Поддержка затронула ветеранов боевых действий и героев труда. Стройготовность школы номер 1 в Якутске превысила 95%. Вопрос ввода здания в эксплуатацию зависит от получения соответствующих заключений, отметил министр строительства республики Виктор Романов. Завершение строительства школы и других объектов чиновники обсудили на минувшем совещании совместно с вице-премьером правительства региона Дмитрием Садовниковым. На повестке 8 социальных объектов, самые крупные из которых школы на 450 мест в Намском и Сунтарском районах. Их ввод ожидается уже в сентябре. По остальным же объектам имеются проблемы, чаще всего по линии финансирования. Ожидаемым объектом, который волнует большое количество населения, это у нас физико-технический лицей, новый корпус, который планируется. Здесь заказчиком является окружная администрация города Якутска. Здесь есть моменты, связанные с финансированием, подключением к инженерным сетям, но эти вопросы мы в рабочем порядке с коллегами решаем. У нас есть ряд объектов, это детский сад в микрорайоне Звездный. Сейчас действующим контрактом мы планируем завершить, есть моменты некоторые по финансированию. Автопарк Ленска пополнился 3 новыми автобусами, приобретенными районной администрацией в лизинг. Сейчас технику готовят к выходу на линию. Специалисты устанавливают системы ГЛОНАСС и терминалы для безналичной оплаты. Новые машины заменят устаревшую технику предприятия «Гранит», которая часто выходила из строя. Обновление позволит стабилизировать графики движения и избежать перебоев в перевозках из-за поломок. В принципе, эти автобусы были изначально закуплены, планировалось закупить на замену наших уже аварийных автобусов, которые постоянно находятся у нас в ремонте. То есть на сегодняшний день из 7 маршрутов у нас ежедневно находится на линии порядка 14 автобусов. Соответственно, 3 автобуса новые пойдут на городские, как я уже сказала, маршруты. Это позволит нам сегодня, те, которые мы сегодня заменяем, быть в резерве. Позволит нам сегодня более оперативно с ремонта выходить, то есть заменять дополнительные автобусы. В столичном микрорайоне Спортивный планируется построить 53 многоквартирных дома общей площадью порядка 329 тысяч квадратных метров. Проект реализуется в рамках комплексного развития территории. Он включен в мастер-план развития городской агломерации, утвержденный президентом России Владимиром Путиным и синхронизирован с нацпроектом «Инфраструктура для жизни». Новая жилая застройка позволит решить одну из ключевых городских задач – расселение ветхого аварийного жилья.
В рамках проекта предусмотрено переселение жителей из 160 аварийных и ветхих домов. Уже на текущем этапе снесено 18 домов общей площадью 8,4 тысячи квадратных метров. Между тем, филиал ДЮСШ номер 5 вот-вот распахнет двери для жителей микрорайона «Спортивный». В здании площадью 2000 квадратных метров каждый найдет активность по душе. Убедиться об этом отправилась и моя коллега Эржена Гармаева. Название микрорайона «Спортивный» говорит само за себя. Одним из первых соцобъектов здесь стал комплекс для любителей активного образа жизни. Построили зал всего за полгода, ввели его еще в декабре. Строители говорят, что остались только последние штрихи. Сейчас делаем работы по гарантийным обязательствам для маломобильного граждан населения. Тренажерами в спортивном зале, конечно, никого не удивишь, хотя стоит отметить, что здесь они все новые и современные. Инвентарь найдется и для рук, и для ног, и для кора. А еще он будет открыт и для взрослых, и для детей. Но вот на что точно стоит обратить внимание, так это на скалодром. Это, кстати, первый среди всех детских юношеских спортивных школ Якутска. А значит, скалолазный спорт станет еще доступнее. Но этим список всех секций не ограничивается. Помещения выделили и для кикбоксеров с борцами, и для футболистов с шашистами. Все неочевидное, но нужное оборудование вроде мячей и матов тоже готово. Руководство филиала рассчитывает, что первые занятия в стенах нового сооружения пройдут уже в феврале. Да и сами тренеры в предвкушении. Такой современный, очень хороший зал. Все удивляются. Прям в Якутске такой именно зал есть. Ну, думали, что вот, ну, как говорите, в 17-м квартале нету спортивного зала, но все заходят и удивляются. Ну, такой большой комплекс, такой 2170 квадратных метров. Не только внутри, но и снаружи открываются приятные перспективы. Рядом с комплексом озеро, где можно выйти на лыжную прогулку. А в будущем на прилегающей территории планируется возведение еще и воркаут-площадки. По поручению Владимира Путина к 2030 году власти должны привлечь 70% россиян к регулярному занятию спортом. С такими залами цель, кажется, легко достичь. Эржена Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Персонажи «Союзмультфильма» вновь гостят в Якутии, правда, в этот раз в ледовом исполнении. В сердце морозного Якутска на озере Сайсары стартовал фестиваль ледовых скульптур. 10 команд под открытым небом сотворят произведения искусства по теме отечественных мультфильмов. За работой мастеров наблюдала и моя коллега Надежда Саханская. Из прозрачных ледяных блоков умелыми движениями мастера высекают силуэты. Где еще, как не здесь, лед становится холстом для сказки. В творческом порыве во все стороны разлетается ледяная пыль. Идея реализации такого мероприятия появилась во время Току-феста. Оставалось только дождаться сезона, чтобы творить в соответствующих условиях. А что делать с темой? После взаимодействия с Ассоциацией анимационного кино планку надо повышать. И эта планка – «Союзмультфильм». Нам отрадно отметить, что вот этот проект был рожден на фестивале якутской анимации Току-фест. По приглашению службы детского телеканала Току НВК Саха приезжал в Якутск Борис Александрович Машковцев. Я очень надеюсь, что вот эта коллаборация станет фундаментом для дальнейшего сотрудничества и дружбы между Якутией, между телеканалом Току, между производством якутской анимации и старейшей анимационной компанией «Союзмультфильм». 90-летие «Союзмультфильма» – это прекрасный повод вспомнить любимых героев. Сочетание анимации и ледовой скульптуры – не редкость для нашего региона. А значит, гости фестиваля смогут в полной мере оценить синергию советской классики и развитые художественные традиции. Мы все окунемся в детство, а наши дети и внуки будут знакомиться с нашими добрыми
старыми добрыми друзьями. На суд жюри допущено 10 команд, каждая из которых представит уникальную скульптуру по персонажам киностудии «Союз мультфильм». В арсенале мастеров цепные пилы, стамески и другие подручные инструменты. Достался персонаж, мультфильм с оранжевой коровой. Это современный мультфильм 2018 года. Так-то не смотрел. Там не очень тонкие фигуры. Они вот большие, такие обычные, мультяшные. Такие. Но в основном так-то не очень сложные. Продлится фестиваль до 7 февраля, который завершится презентацией готовых скульптур и церемонией награждения. Но волшебство растает не сразу. Скульптуры останутся на озере Сайсары ровно до того момента, когда весна вступит в свои права и лед отступит перед теплом. Надежда Саханская, Семен Семенов, Джул Иннокентьев, Якутск. С 2024 года во Владивостоке с помощью федеральной субсидии «Регион для молодых» работает креативное пространство «Молодежь Приморья», где находятся лаборатории, мастерские, а также проходят образовательные лекции. В данном пространстве можно получить бесплатную консультацию от экспертов по созданию собственных настольных игр, а также попробовать создать свой прототип сувенирной продукции. Как отмечают сотрудники, для реализации идей молодежи в пространстве имеется все необходимое – от различных принтеров до фотостудии. Главной задачей нашего центра, я считаю, обучение и поддержку. То есть к нам можно прийти и получить определенные навыки. Мы работаем с автономной молодежью над созданием проектов. Также мы занимаемся развитием молодежных сообществ и поддержанием социальных инициатив. У нас достаточно оборудования для создания полиграфии любой сложности. И одной из первых лабораторий мастерских, в которой мы обучали молодых специалистов, была про создание настольных игр. Мы разработали несколько настольных игр. То есть мы научились их делать сами, то есть от идеи до коробки и упаковки всех элементов, в общем-то. И уже потом на основании этого написали лекционный курс, по которому вели обучение. В культурном центре СВФУ состоялось завершение 5-го международного фестиваля «Университет-360. Ветер с Востока». На протяжении недели студенты университета и школьники республики принимали участие в Олимпиаде по китайскому, в конкурсе талантов, по созданию видеороликов о китайской культуре. Также в программе проводились мастер-классы по ушу, каллиграфии, китайской медицине и рисованию. На закрытие фестиваля наградили победителей, а студенты и творческие коллективы представили концертные номера. Команда «Полярные волки» из Якутии вышла в 3-й этап Кубка ДФО по хоккею. Участие в соревнованиях принимают 10 команд в возрастной группе до 11 лет. Кубок стал первым крупным стартом для якутян, но они уже показали себя как весьма эффективные спортсмены. Тему продолжит Саргалана Неустроева. Хоккей – это суровый вид спорта, и воспитывает он таких же ребят. Не щедрых на слова, но на действия. Такой, например, Илья Тумаков, 10-летний спортсмен, вошел в десятку лучших бомбардиров минувшего турнира Кубка ДФО, набрав 13 очков. Мальчик признается, в хоккее ему нравится абсолютно все. Я был в садике, но я был друг там, он занимался хоккеем, я сам тоже захотел. И вот я у родителей попросил. Мы все договорились, и в итоге я начал заниматься. Но хоккей – это командная игра, и здесь важен результат команды. Так, по итогам минувших этапов Кубка ДФО ребятам удалось уверенно закрепиться в середине турнирной таблицы, обыграв соперников из Тынды со счетом 9-4. При этом соревнования стали первым крупным стартом юных волков. Могли бы, конечно, хотелось и лучше, хотелось стать первыми, но в принципе достойный результат, 3-е место. Призовые места. И получается, сейчас мы ждем, у нас получается 2 группы разных. Все, мы ждем, как сыграют в первой группе, уже будет известно, в какую группу мы попадем, то есть в сильную группу или группу послабее. У нас сейчас очень много воспитанников наших играют в разных командах в России, на хорошем достаточно уровне. А это значит, что и у наших ребят тоже все только впереди. Сейчас команда набирается силы, активно тренируется перед предстоящими играми. Позади 2 тура, 3-й станет финальным. Он и определит чемпиона Дальнего Востока. Саргалана Неустроева, Виктор Дичковский, Якутск. Фигурное катание в Нерюнгринском районе набирает обороты. Появился этот вид спорта в Южной Якутии в ноябре 22-го с открытием физкультурно-оздоровительного комплекса «Антрацит» в поселке Чульман. Первая секция стартовала ровно 3 года назад, а сегодня секция открылась и в самом Нерюнгре. Подробности у наших коллег.
Секция фигурного катания в поселке Чульман с момента своего открытия стала местом притяжения жителей всего района. Несмотря на удаленность от города, желающих заниматься грациозным видом спорта не убавлялось. Большой запрос детей и их родителей на занятия фигурным катанием позволил открыть секцию на катке «Шахтер» в городе Нерюнгри. Занимаемся мы 2 недели. Дети здесь, получается, от 5 лет до 8. Я считаю, что за 2 недели уже хороший результат показывают, уже катаются, пробуют там сложные какие-то фигуры, такие ласточки. Потихоньку начинаем уже там делать легкие такие прыжочки. Молодым звездочкам нравится осваивать лед в секции фигурного катания в городе Нерюнгри. Я сама хотела, и меня записала мама. Мне очень нравится этот спорт. Мне нравятся тренировки. Я увидела объявление и захотела записаться на фигурное катание. Мне нравится каток вполне. И я захотела стать тоже Сашей Трусовой, которая попала в четверной прыжок Гиннесов. Лев Ратушный начал заниматься фигурным катанием 2,5 года назад и еще на льду антрацита в поселке Чульман. На каникулах Лев получил травму и вынужден был поставить тренировки на паузу более чем на полгода. Сегодня спортсмен восстановился и снова вышел на лед. В Чульман он продолжает ездить на выходных, а в будни ему удобнее заниматься недалеко от дома, на катке «Шахтера». Если не получается чуть-чуть, можно поплакать. Сейчас прыгал, ничего не получалось. Слезу пустил, а потом жал волю в кулак, и чтобы продолжать заниматься дальше и показывать результат на соревнованиях. На начальном этапе неважно, каким ребенок придет в фигурное катание, и его характер обретет закалку спортсмена в процессе тренировок. Ребята, пришедшие на секцию к Марии 3 года назад в Чульмане, уже сегодня показывают достойные результаты на соревнованиях. Судьи с Екатеринбурга, с других городов очень хвалили детей, говорили, что за такой маленький срок очень хороший результат, плюс зарабатывают очень много побед. Много соревнований очень планируется выездных в этом сезоне. Будем стараться работать. Также я надеюсь, что с этими детьми уже в мае мы сможем участвовать в наших местных соревнованиях, среди школы. Поэтому надеюсь, что успеем подготовиться, дети уже смогут выступить. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Встреча с 4-кратным олимпийским чемпионом Александром Поповым открыла новые перспективы для развития водного спорта республики. В ходе открытого диалога титулованный пловец поделился с юными атлетами профессиональным опытом и ответил на их вопросы. Подробности у Анастасии Пуляевой. Новые перспективы для республиканского спорта, мотивация для юных спортсменов и долгожданная встреча с Александром Поповым, 4-кратным олимпийским чемпионом по плаванию, началась напутствие для атлетов. Наверное, хотел бы пожелать спортсменам хотя бы однажды в своей жизни ощутить, когда вы стоите на высшей ступеньке пьедестала почета, когда звучит гимн, поднимается флаг, и все встают. В ходе открытого диалога титулованный пловец поделился с юными атлетами профессиональным опытом, рассказал о своем спортивном пути и ответил на интересующее подрастающее поколение вопросы. Почему вы выбрали именно этот стиль спорта? Здравствуйте, Александр Владимирович Попов. Есть к вам вопрос. Вы когда-нибудь хотели бросить плавание из-за того, что у вас что-то не получалось? Каждый вопрос, прозвучавший на встрече, отразил возможные сомнения. Однако ответ на каждый из них наверняка дал начинающим пловцам уверенность в своем выборе и мотивацию на достижение своих целей. Ведь основная мысль, в которой спортсмен поделился с юными спортсменами, это то, что важна не только мотивация, любовь к своему делу, но и дисциплина. Самое основное – это дисциплина. Дисциплина. Без дисциплины нет ни результата, талант не раскроется. Это было пройдено и проверено на опыте, на других. Для обладателя мировых титулов также была организована экскурсия, где состоялось знакомство с национальными видами спорта. Официальным же итогом визита стало подписание соглашения о сотрудничестве между региональным Минспортом и Федерацией водных видов спорта России. Я надеюсь, что это нам поможет в развитии этого прекрасного вида спорта. Конечно, для того, чтобы развивать плавание, нужны объекты, бассейны, но в нашей республике на сегодняшний день 44 бассейна.
бассейна, считая и детских садов, школ. Поэтому мы можем развивать плавание в нашей республике. Якутские спортсмены из года в год показывают высокие результаты на соревнованиях разного уровня. Встреча спортсменов с кумиром и подписание соглашения – мотивация на достижение новых свершений и покорение новых высот. Анастасия Пуляева, Семен Семенов, Якутск. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.